Главные события уходящего четверга, 13 марта, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Регионы с богатыми традициями, сильными людьми и самобытной историей. Якутский парламент заключил соглашение с Народным советом ДНР. Благоустройство парков, скверов и общественных пространств в Нерюнгри в этом году выходит на новый уровень. Расскажем, благодаря чему. О семье, доблести и вере в светлое будущее. Постановка «Судьба» открыла дни Нерюнгринского района в Якутске. В столице стартовал квалификационный турнир по стрельбе из лука. Участие в нем принимают юные спортсмены, еще не получившие разряд. Завершилось и республиканское первенство по национальному многоборью. Расскажем, кто стал победителем. В России могут ввести уголовную ответственность с конфискацией имущества за призывы к санкциям против России. О соответствующей законодательной инициативе рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутатами предлагается установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 5 лет и конфискации имущества за дискредитацию вооруженных сил России и призывы к санкциям против страны из корыстных побуждений. Кроме того, депутаты подготовили еще несколько инициатив, касающихся деятельности иноагентов. Согласно одному из проектов, предлагается признавать иноагентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений Международного уголовного суда, помогающих иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности страны, и вовлекающих граждан России в сбор сведений в области военно-технической деятельности. Председатель Государственного собрания Илтумен Якутии Алексей Еремеев подписал соглашение о межпарламентском сотрудничестве с председателем Народного совета ДНР Константином Кузьминым. Спикер парламента ДНР подчеркнул, что Донбасс и Якутия – регионы с богатыми традициями, сильными людьми и самобытной историей. Также в ходе рабочей встречи Константин Кузьмин обменялся с Алексеем Еремеевым предложениями по сотрудничеству, в частности, в сферах сельского хозяйства и экологии. В целом, по Донецкой Народной Республике, когда мы приезжаем каждый раз, я всегда удивляюсь и радуюсь тому, что восстанавливаются дороги, восстанавливается инфраструктура, жизнь налаживается на Донбассе. И это самое главное. У людей появляется надежда в глазах. И если в первые годы я видел очень мрачные лица, то у некоторых сейчас, многих людей появляется уже улыбка на лицах. Это значит, жизнь возвращается на Донбасс, и это меня очень-очень радует, и это очень меня волнует. И полностью уверен, что победа будет за нами. Мы все это восстановим, жизнь наладится, и вместе будем жить в единой семье российских народов. В Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья социальную реабилитацию прошли 410 членов семей участников СВО, в том числе 244 ребенка и 166 взрослых. Также сержанты ПДН проводят беседы с родителями и подростками об ответственности перед законом и проблемах кибербезопасности. С Нового года для взрослых членов семей проведено 15 индивидуальных консультаций психологических, 17 групповых занятий. И также тренинги прошли на очень интересные темы, как перестать всех спасать и, наконец, заниматься собой, мои ресурсы. Пора вернуть себе свою силу, а также проведено 30 занятий по арт-терапии и 89 сеансов на массажном кресле. На протяжении нескольких лет администрация Ленского района для решения жилищных проблем в рамках программы обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг выделяет из бюджета средства для улучшения жилищных условий работникам бюджетной сферы и молодым семьям. В этом году финансирование из федерального и регионального бюджетов значительно уменьшилось, но это не помешало реализовать условия программы. Так, на днях в администрации Ленского района прошло торжественное вручение жилищных сертификатов 25 молодым семьям. В 2025 году сертификаты на приобретение жилья получило 23 семьи. Социальная выплата рассчитывается индивидуально в зависимости от количества членов семьи и утвержденной стоимости 1 квадратного метра. Так, стоимость 1 квадратного метра по району увеличилась с 59 тысяч рублей до 72. В связи с этим социальная выплата в 2025 году в среднем на семью из 4 человек составляет 1 800 000, из 3 человек – 1 400 000 и из 2 – 1 000 000.
миллион рублей. Эти деньги участники программы вправе потратить как на покупку жилья или строительство, также на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ипотеки. В библиотеке «Маяк» Сайсарского округа прошло открытие второго сектора электронных услуг. Здесь жители смогут получить помощь в оформлении определенной документации государственных и муниципальных услуг. Все подробности в следующем сюжете. Правильно оформить свои документы на таких порталах, как Госуслуги или Е-Якутия, иногда становится трудной задачей, требующей времени на поиск подходящих опций. Для решения проблемы в библиотеках республики один за одним открывают секторы электронных услуг. Сектор электронных услуг – это оборудованные, полностью оснащенные места рабочие, в которых граждане могут получать методическую поддержку при оформлении электронных услуг, а также производить действия со своей учетной записью, такие как регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи. Поэтому этот сектор, он очень востребован, особенно в Сайсарском округе, потому что в Сайсарском округе у нас действует один центр «Мои документы», филиал на Лермонтова 123, и открытие второго такого сектора для жителей этого округа, мне кажется, это очень значимое событие. Проект начал свою работу в 2017 году на базе центра «Мои документы». С 2019 года центр начал работать совместно с Нацбиблиотекой Республики, а с 2022 с централизованной библиотечной системой Якутска, в которую включены большинство библиотек столицы. Естественно, хотим, чтобы подобные секторы открывались в тех библиотеках, которые у нас находятся в сельских местностях, скажем так, потому что наши библиотеки, они находятся не только в черте города Якутска, но и в пригородах. Вот. И, естественно, не везде горожанам доступно оформление государственных и муниципальных услуг в шаговой доступности, поэтому им очень удобно приходить в наши библиотеки и оформлять услуги там. Вместе с открытием сектора в библиотеках имени Белинского и «Маяк» стартует акция по организации помощи в оформлении дальневосточного гектара и самозапрета на оформление кредитов. Так, любой человек может прийти и получить бесплатную квалифицированную поддержку при оформлении государственных и муниципальных услуг. Это важная инициатива, направленная на упрощение взаимодействия горожан и государственных структур. Мы надеемся, что наш новый сектор будет полезен каждому жителю в решении своих повседневных задач. На сегодняшний день в 8 из 18 филиалах библиотечной системы Якутска действуют секторы электронных услуг, а всего по республике их насчитывается около 20. Тимур Калмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск. В Благовещенске проживает и обучается порядка 700 студентов из Якутии. Наиболее популярными направлениями являются медицина, востоковедение и экономика. Здесь активно происходит интеграция культур торговли и экономического сотрудничества. Реализуются масштабные проекты между двумя странами. Примечательно, что в Благовещенске можно не только получить образование в области востоковедения и изучить китайский язык, но и сразу же применить свои знания на практике в Китае. Поэтому, обучаясь здесь, в благовещенских вузах, у студентов, у ребят есть реальный шанс выучить китайский язык, отучиться у ведущих таких очень профессиональных преподавателей, почувствовать культуру, почувствовать такое межнациональное общение между двумя странами, да, и, конечно же, воочию и даже в бытовой жизни почувствовать общение с китайской молодежью, со студентами из Китая и, конечно же, съездить в приграничный город Хэйхэй и попробовать свой уровень своего языка. Благоустройство парков, скверов и общественных пространств в Нерюнгри в этом году выходит на новый уровень. Это стало возможным в том числе с началом реализации мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации. Все подробности в сюжете далее. Новый подход к благоустройству общественных пространств города Нерюнгри реализуется с созданием и началом работы дирекции парков и скверов, объединившей пока 8 объектов. Создание дирекции позволит более эффективно эксплуатировать, вовремя реконструировать и поддерживать общественные пространства в хорошем состоянии. Это пространство, в которое должны приходить люди со семьями, они должны там чем-то заниматься, должны проводиться мероприятия, которые будут привлекать других жителей, других районов в этот сквер. Вот для этого создана дирекция парков.
И мы надеемся, мы знаем, что она свои цели, задачи, которые перед ней поставлены, реализует. И мы через некоторое время увидим, что наши скверы не просто проходные зоны, а именно места, куда хочется приходить, где хочется заниматься чем-то, воспитывать детей именно там, для того, чтобы в нашем городе было все хорошо, красиво и уютно. Если ремонтные и восстановительные работы будут проводиться в теплое время года, то культурно-досуговые мероприятия решено организовать уже сейчас, чтобы жители и гости Нерюнгри смогли проводить свой досуг на свежем воздухе более интересно. Мы планируем уже с марта месяца и с текущего времени наполнение также этих общественных пространств мероприятиями общественными. Вот. И 22 марта мы планируем здесь в сквере Западном провести первое мероприятие. Это семейный выходной с красивой, наполненной детской игровой программой, с призами. Так что с этого мы начнем, как говорится, встречать весну, хоть и не календарную. Вот. Так что приглашаем всех. Также планируется усилить работу по повышению безопасности общественных пространств города Нерюнгри для более комфортного отдыха жителей и гостей столицы Южной Якутии. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. О семье, доблести и вере в светлое будущее. Постановка «Судьба» открыла дни Нерюнгринского района в Якутске. Пьеса кукольного театра основана по мотивам повести Михаила Шолохова «Судьба человека». Чем отличается постановка от оригинального произведения, на спектакле побывала моя коллега Надежда Саханская. Чего тебе, а? Я военврач, готов выслушать за вашу просьбу. Это история, которая могла произойти с каждым. Именно такой постулат лежит в основе постановки. Главный герой спектакля – якут по национальности и самый что ни на есть обычный человек из плоти и крови. Он познал ужас войны и потерю близких ему людей. Тяжелая роль, много эмоций испытывает мой персонаж. Передаю эмоции, конечно, через голос свой, как он переживает какие-то события. В якутской версии рассказа Шолохова история солдата, потерявшего семью, разворачивается параллельно с историей лошади, потерявшей своего же ребенка. Они перекликаются, повторяются и сливаются в одну, показывая, что дитя Джигегея становится альтер-эго главного героя. Когда Андрею будет очень плохо, когда он потеряет и сына, и жену, об этом узнает, и он окажется в некой такой прострации, он потеряет смысл в жизни, он именно, встретив эту лошадь, которая тоже такая же потерянная, как он, они сблизятся, это в каком-то таком своем мирке. Главная сложность спектакля заключается в его исполнении. Если драматические актеры показывают эмоции через привычные нам мимику и жесты, то для актеров-кукловодов задача гораздо сложнее. Причем одной куклой управляют минимум 3 человека. Вот, а теперь встаем. Ну-ка, чуть-чуть потяните туловище, нагните корпус, вперед нагните корпус, ага, во-во-во. Корпус, попу поднимите, вот, и выпрямляйтесь. А он не слишком, как старик, вот так согнулся? Надо чуть-чуть еще больше выпрямиться, потому что сейчас он в полусогнутых ногах. Буквально чувствовать уровень надо пола. Потому что если чуть-чуть не поднимете, будет ходить как старик. Понятно. Но это довольно непростая работа. Да. Ну не зря 5 лет учатся люди. Несмотря на авторское видение повести Шолохова, главная сцена, способная по своему эмоциональному накалу воспламенить даже камень, остается без изменений. Я твой отец. Папка! Родненький! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь! Простой шофер и плотник по профессии, вступивший в поединок с обстоятельствами, порожденными тяжелым историческим временем. Именно этой постановкой открылись дни Нерюнгринского района в Якутске. Впереди у гостей из Южной Якутии спортивные состязания, фотовыставка и пышный гала-концерт, который состоится уже в эту субботу. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев вручил борцу вольного стиля Льву Павлову денежные сертификаты на общую сумму в 750 тысяч рублей. 600 тысяч от имени главы республики и 150 тысяч от имени Федерации борьбы за золотую медаль на первенстве Европы Ю-23 по спортивной борьбе в Албании.
По словам Льва Павлова, он выполнил свой план на первенстве Европы, выиграл и рад, что его победу высоко оценил глава региона. Чемпион пожелал, чтобы и в дальнейшем поддерживали спорт номер 1 в регионе. Также сертификат на общую сумму в 337,5 тысяч рублей вручили личному тренеру спортсмена, тренеру Сунтарской спортивной школы Олимпийского резерва имени Алквиада Иванова Николаю Данилову. В данный момент я выиграл первенство Европы до 24 лет. И мою победу осенил наш глава Арсений Сергеевич Николаев. И в дальнейшем буду обрадовать своими победами свою республику, свою Россию. В Якутске стартовал квалификационный турнир по стрельбе из лука. Участие в нем принимают юные спортсмены, еще не получившие разряд. Это ежегодное состязание, через горнило которого прошел не один чемпион. О том, как турнир воспитывает победителей, расскажет моя коллега Саргалана Неустроева. Из года в год квалификационный турнир собирает самое большое количество спортсменов среди всех остальных соревнований дисциплины. Например, в этом году участие в нем принимают 127 лучников до 14 лет. Все потому, что турнир выступает своеобразным трамплином для спортсменов. После него ты либо покажешь высокий результат, либо нет. Как ежегодно я провожу вот эти соревнования, чтобы дети получили какой-то разряд. В этом году я специально сделала 2012 год, потому что у нас следующие дети Азии как раз ориентированы на дети, 2019 будут участвовать на детях Азии. И вполне возможно представят республику так же успешно, как в 2024 году, когда наши ребята завоевали золото. Между прочим, одна из них, Кристина Дрозд, когда-то и сама прошла через такой же турнир. Как и Степанида Артахинова, звезда Паралимпийских игр 2012 года. Сегодня она активно принимает участие в воспитании юных спортсменов. Очень важно, я считаю, что такие соревнования для начинающих. Они получают, спортсмены, дети получают опыт, и вот от таких соревнований могут дойти уже до крупных соревнований, такие как чемпионаты республики, России и различные международные соревнования. Подготовка к турниру у юных лучников серьезная. Хороший результат, как и везде, дают дисциплина и усердие, отмечает тренер-преподаватель Василий Румянцев. Но в основном у нас такой не силовой вид спорта. Я бы сказал, что это совсем интеллектуальный. Тут очень много зависит от волевых качеств. И прежде всего стрельба из лука у нас развивает в детях чувство целеустремленности. Целеустремленность – качество, которым обладают все его воспитанники, признается Румянцев. Тренер убежден, каждый участник турнира покажет достойный результат. Да и сами ребята в своих силах уверены. Думаю, да. На прошлых соревнованиях я набрал 299 баллов из 28 людей, занял 15 место. Хотя если бы на позапрошлых соревнованиях столько набрал бы, тогда бы где-то либо 3-е, либо 2-е место занял бы. Стрельба из лука. Интересна тема, то что, например, вот стреляешь, да, вот нужно тренировать технику стрельбы, чтобы попадать точно в цель, там 10, яблочко и так далее, но чтобы никогда не попадать в молоко, то есть вот это не в цель. Турнир будет проходить 2 дня. В задачи ребят входит стрельба из блочного, классического и традиционного луков на расстоянии 12 метров. Результаты будут объявлены 14 марта. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Тем временем в Москве проходит 10-я юбилейная научно-практическая конференция «Дальний Восток и Арктика. Устойчивое развитие». Она будет длиться в течение 2 дней, а буквально только что завершилась пленарная сессия. Чему она была посвящена и о чем говорили спикеры, знает моя коллега Айсена Бурнашова. Она на прямой связи со студией. Айсена, приветствую, ждем тебя подробностей. Коллеги, я вас тоже приветствую. Пленарная сессия у нас продлилась почти 2 часа. Ее участниками стали представители органов государственной власти, МИД Российской Федерации, ученые, предприниматели, экологи, моряки. В общем, как видите, люди совершенно разных профессий. И это позволило, кстати, подойти
к решению вопроса о развитии Дальнего Востока и Арктики комплексно со всех сторон. Ну и самая главная цель пленарной сессии было ответить на вопрос, как же все-таки решить вопрос повышения качества жизни людей и как скорректировать стратегию развития арктической зоны России до 2035 года. Основной документ, которым мы руководствуемся, это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации, утвержденной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. А этот серьезный документ состоит из этапов. То есть мы до 2025 года поработали, успехи есть, недоработки где-то тоже есть. Но мы сейчас должны запланировать перспективу до 2035 года. С учетом того опыта, который мы наработали. Это очень важно. Время очень ограниченное, до сентября месяца дано время. И я считаю, что площадка международная научно-практическая конференция «Арктика» дает возможность как раз услышать людей, работающих в Арктике. Варвара Лукашина как раз тот человек, который работает в Арктике и во благо Арктики. Она рассказала о технологиях развития НОЦ «Север», научно-образовательного центра «Север». Во-первых, это биотехнологии. Во-вторых, энергетика. Занимаются и социально-гуманитарными аспектами. Между прочим, у НОЦ «Север» целых 425 патентов, 282 технологии, которые прямо сейчас активно применяются. Самыми яркими примерами являются, конечно, технология фильтрации крови, то есть искусственная печень, и нефтесорбенты, которые применяются в Булунском районе. Компания «Газпросервис», наш партнер, очистил нефтетанкер «Днепр» от нефтезагрязнений с применением специально разработанных нефтесорбентов, которые могут выдерживать низкие температуры. В целом мы оцениваем в арктической зоне количество такого рода нефтетанкеров и потребность такого рода очистки порядка 100 судов. И данная технология может быть применена в дальнейшем. И разлив, который сейчас происходит в Анапе, как раз компания «Газпросервиса», там будет участвовать определенный кусочек загрязненной территории, будет очищать уже с другими, соответственно, сорбентами, которые тоже разработали совместно с Институтом проблем нефти и газа. Итогом пленарной сессии стало вручение ежегодной премии за развитие Дальнего Востока, статуэтку в виде айсберга, символа Арктики, и самой научно-практической конференции вручили лучшим практикам, и снова ученые на высоте. Конечно, это не мой личный вклад, а, можно сказать, это работа большой команды нашего университета. Все-таки мы университет, который готовит кадры для Арктики, делает науки, инновации для Арктики, и делает все для того, чтобы наши части Арктики, Восточная Арктика, которые действительно очень экстремальные, очень тяжелые в развитии, да, развиваются динамично. Однозначно, развитие Арктики и Дальнего Востока – это долгосрочный ориентир. Вопросов очень много. Впереди участников ждет круглый стол по развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике. Вопросы по транспорту, разбор мастер-классов арктических городов и, конечно, вопросы энергетики арктических территорий. И это, напомню, коллеги, только первый день работы научно-практической конференции. Пока у нас такие итоги. Завтра будет второй день. Передаю вам слово. Айсан, действительно, вопросов у экспертов много. Уверен, что в ходе таких сессий они обязательно найдут на них ответы. Спасибо. Напомню, например, в студии была моя коллега Айсана Бурнашова, но мы идем далее. Тем временем завершилось республиканское первенство по национальному многоборью. В первый день юноши и девушки соревновались в якутских прыжках, вертушке и масс-рестлинге. Во второй прошли состязания в беге и борьбе хапсагай. Кто стал победителем первенства, расскажет моя коллега Эржана Гармаева. 2 дня 49 юных спортсменов из 23 районов республики вели борьбу за титул лучшего многоборца. Среди юношей право называться сильнейшим завоевал Аял Бурцев из Горного района. Эта вершина покоряется Аялу во второй раз. Победителем первенства он становился еще в 2023 году. Но это непередаваемые ощущения. Соперники стали сильнее, и соперников стало больше еще. 3 года занимаюсь многоборьем.
Еще 2 года до многоборья я занимался масс-рестлингом. Впервые в юниорском старте по многоборью принял участие Константин Сыпачев. Несмотря на отсутствие большого опыта, Константин показал один из 16 лучших результатов, а значит выбил родному Ленскому району путевку на игры Манчары. Я на этих играх в первый раз и готовиться на следующие буду очень сильно. Мне еще повезло, то, что я в 16 лучших вошел, потому что конкурентность здесь совсем другая, не как раньше. Я, можно сказать, на новый уровень вышел. Раньше я в основном выезжал в деревня, в небольшие поселения, по минимуму. И в Якутске я был один раз только, на абсолютный чемпионат ездил. И только по масс-рестлингу, а на многоборье еще не выходил. Среди девушек победу одержала Анесса Андреева из Татинского Улуса. Мария Попова, представляющая Булунский район, стала 15-й. Несмотря на относительно удачное завершение соревнований, Мария относится к себе самокритично. Приехала с Булунского Улуса, село Кисюр. Чтобы заниматься, приехала в Тикси, наш этот район. Там месяцев 2 тренировалась, и вот здесь участвую сейчас. Было достаточно сложно, потому что вертушка, ожидания не этого. Поскользнулась и упала. Это все, 14 всего. Могла бы больше. А лучших спортсменов и среди взрослых, и среди юниоров мы увидим вновь на играх Манчары, которые состоятся уже в июле текущего года в селе Тыкель Татинского Улуса. Эржена Гармаева, Георгий Григорьев, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты, ну а я с вами прощаюсь. До встречи.